Мы каждый день идем по жизни, веря в чудеса, но мы в дороге не одни. Нам помогают делать наши добрые дела герои детских книг. Научат нас не унывать и рук не опускать, встречать с улыбкой новый день. Расскажут нам все то, что так хотелось нам узнать, раз книги нам читать не лень. На страницах детских книг все мы встретимся еще. Надо только добрым быть, и все будет хорошо. На страницах детских книг все мы встретимся еще. Надо только добрым быть, и все будет хорошо. Со сказкой вместе интересней мир нам изучать, взрослеет день за днем. Друзей хороших можем мы в дороге отыскать, снимая с полки книжный том. На страницах детских книг все мы встретимся еще. Надо только добрым быть, и все будет хорошо. На страницах детских книг все мы встретимся еще. Надо только добрым быть, и все будет хорошо. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня необычный и вместе с тем замечательный праздник мы отмечаем неделю детской и юношеской книги, посвященной году литературы. Приветствую всех, кто пришел сегодня на городской праздник, праздник книги. Каждый год на весенних каникулах дети отмечают этот праздник. И каждый год он длится целую неделю. Впервые этот праздник был проведен в 1944 году, когда в Москву собрались детские писатели для проведения недели детской книги. Эта книжка на неделе пролетит по всей стране, как приветствие апреля, как приветствие весне. Книжки первой страницы вас встречают с первых лет и несут нас, точно птицы, облетает целый свет. Дорогие ребята, на нашем празднике присутствуют почетные гости. Слово предоставляется старшему аналитику Министерства культуры Республики Бурятии Людмиле Николаевне Дондоковой.
Уважаемые гости, уважаемые родители, уважаемые дети, всех хочется поздравить с этим замечательным праздником, открытием детско-юношеской недели в рамках года литературы, который в этот год литературы, 2015 год, очень знаменателен на разные мероприятия. Но вы не должны забывать все наши сказки поставлены по народным сказкам, по сказкам знаменитых наших писателей и поэтов. Читайте книги, потому что книга оно открывает ваш кругозор, развивает ваше мышление. Книга — это будущее, будущее наших детей, родителей. Пожалуйста, вот обращение мое как мамы, как руководителя. Давайте читать книги вместе с нашими детьми. И приходите в театр. Желаю вам, дорогие детки, слушаться своих родителей, учитесь хорошо и, конечно же, крепкого вам здоровья. Спасибо детской юношеской библиотеке за совместное мероприятие. Поздравляю вас еще раз. Хорошего просмотра. Много книг на свете, прекрасных, мудрых, нужных, которых с увлечением хотелось бы прочесть, но на домашних полках им всем не хватит места. Как хорошо, что в городе библиотека есть. Я приглашаю на сцену организаторов недели детской и юношеской книги Гармаеву Людмилу Владимировну и Сенатрусову Антонину Алексеевну. Добрый день, уважаемые взрослые, добрый день, наши дорогие дети. Я хочу поздравить вас, присоединиться к тем словам поздравления, которые уже прозвучали. Неделя детской и юношеской книги – это действительно большой праздник. Это праздник не только библиотеки, не только писателей, но это праздник прежде всего наших читателей, наших маленьких детей, которые очень любят читать, которые посещают библиотеки, читают не только по школьной программе, не только то, что задали, но и то, читают для собственного удовольствия. И я хочу сказать, что действительно у нас в городе, в республике очень много делается для того, чтобы расширить вот эту зону чтения, зону влияния книги. Мероприятие. Но самое главное, самый волнующий момент и самый важный момент в вашей жизни может наступить тогда, когда вы сможете познакомиться с теми, кто эти книги для вас пишет, а именно писатели. И вам сегодня удивительно повезло, потому что сегодня вы познакомитесь сразу с тремя замечательнейшими, талантливейшими женщинами, писательницами, которые сегодня пришли к нам в гости. Давайте поприветствуем наших писателей. Итак, дорогие ребята, я приглашаю на сцену Валентину Чемитовну Тугарову, член Союза писателей Российской Федерации, Республики Бурятия, заслуженный деятель искусств Республики Бурятия, замечательная, веселая поэтесса. Это человек музыкальный, талантливый, озорной, очень любит детей, очень любит музыку, очень любит книги. Итак, Валентина Чемитовна, вам слово. Здравствуйте, ребята! Я вас познакомлю со своей новой книжкой. Она называется «Дитя природы». Чем отличается мышка от мишки? Мышка – малышка, а мишка – не слишком. Мышка под полом по дому гуляет, мишка в берлоге в лесу засыпает. Букву одну «ы» на «и» поменяешь, мышку ты мишку. Момент. Валентина Чемитовна, вам сейчас вручают цветы наша самая юная читательница, воспитанница нашего цитруса Машенька. А теперь я приглашаю еще одну замечательную женщину, Татьяну Петровну Григорьеву, члена Союза писателей Российской Федерации Республики Бурятия, обладателей и победителей всевозможных конкурсов, международного конкурса
дипломанта международного конкурса «Добрая лира», а также победительницу литературного конкурса имени Михаила Булгакова. Дорогие ребята, уважаемые взрослые, я поздравляю всех с большим праздником, с неделей детской юношеской книги. И хочу вам сказать, любите книгу, потому что книга научит вас быть, поможет вам стать умными, здоровыми и успешными в жизни. Все не спросили, нужен бант вам, кот Василий. Не спросили, а поймали, бант огромный завязали. Я претензии имею, он ужасно чешет шею и еще мешает мне поваляться на спине. Ты от юной читательницы Машеньки. Поздравляем, Татьяна Петровна. А теперь на сцену приглашается Анна Ивановна Виноградова, член Союза писателей Российской Федерации Республики Бурятия, член Союза журналистов, победитель международного конкурса «Добрая лира» и лауреат премии имени Калашникова. Здравствуйте, ребята! Не слышу? Так, а вот там, по-моему, кто-то не поздоровался со мной. Еще раз. Вот это хорошо. Ребят, я вам открою маленькую тайну. Если вы будете читать книги, вы, кроме того, что будете образованными, вы будете очень умными. Вы поступите в институты, университеты, и, может быть, кто-нибудь из вас станет президентом. Может быть, Бурятия, а может быть, даже Россия. Но для этого надо быть очень и очень образованным. А теперь я задам вам вопросы. Если вы читали 130 или 10 книг, вы должны отгадать такие загадки. Кто написал сказку «Приключения Буратино»? Кто сказал я? Ой, что-то я вообще не слышу даже. По-моему, никто не знает. Пушкин? Нет, ребята. Ребят, а кто написал сказку «Волшебник изумрудного города»? Так, Волков, кто сказал? Ты поднялся, да? И последний вопрос. Кто написал сказку «Козленок Бабана»? Ай, опять вы все написали. Я так думаю, что вы тоже писатели. Итак, я подарю свою сказку про волшебницу Ируду мальчику, который сказал Александр Волков. Где он? Иди сюда. Еще я хотела спросить, ты, наверное, сам прочитал эту сказку или родители читали? Я сам читала. Да ты что? Поздравляю! И станешь, может быть, даже великим ученым. Молодец! В общем, ребят, вот хоть кто-то из вас сказал, что я написал, я думаю, что в действительности вы тоже напишите книги. Но для этого надо вам прочитать даже не 100 книг, а 200, а может быть даже 1000 книг. И тогда вы станете очень-очень умными. А сегодня я поздравляю вас с открытием недели детской и юношеской книги. Спасибо, ребята. Юной девочке я дарю тоже сказку. Поздравления от нашей юной читательницы Машеньки, которая тоже получила приз. Спасибо большое. Итак, дорогие ребята, вам понравились наши писательницы? Будем читать книги? Очень поздравить воспитанники городского дворца детско-юношеского творчества. Сейчас прозвучит песня «Шугур Дутей» в исполнении солиста ансамбля «Саран Илья» Эдема Батрова. Thank you.
последняя группа образцового ансамбля народной песни «Потешки». Встречайте! Ансамбля «Саран-Туя» Батол Хасаранова Менде Амар. Именно так называется песня в исполнении образцовой студии эстрадно-джазового вокала «Скет». Любых времен границы, могу теперь весь шар земной я облететь, как птица. Страницы, главы и слова летят перед глазами. Мы с книгой стали навсегда хорошими друзьями. Действительно, с книгой мы перешагнем любые границы, и книга помогает нам держать правильный курс в жизни. «Только вперед» — так называется песня, которая прозвучит в исполнении солистов студии эстрадного пения «Пионер» Оксанова Максима и Михаленко Полины. Для нас уже существует брат. Мы идем своим вершинам день ото дня, забывая все дороги, что ведут назад. Только вперед! Будет впереди у нас немало ярких дней. Время не ждет. С каждой новой песней мы становимся сильней. Только вперед! Снова вижу в зале ваши руки и глаза. Время не ждет. Вместе раскачаем небеса. А сейчас, ребята, мы предлагаем вам отправиться в необычное путешествие в сказку. Сейчас вы увидите спектакль по мотивам сказки замечательного детского писателя Корнея Чуковского «Муха-цокотуха». Поезд потерял прибыл на станцию «Цветочная поляна». Поезд Тополек прибыл
ребята. Мне нужно 5 вагончиков, 5 детей подойдите. И мне нужно 5 вагончиков. Иди. Ребята, вы видели поезд Кучерёв? А где он? Уехал? Отопадил? Видели поезд Кучерёв? А когда следующий вагон? А когда следующий поезд будет? Уехал, а когда следующий будет? Через час. Пойдем на визу, берем пока чемодан. Что это, ребята? Шарик! Какого? Это шарик! А какого он цвета? Розовый. Розовый. И оп! Позолоченное брюхо. Муха, муха, цокотуха, позолоченное брюхо. А давайте все вместе. И по полю пошла, муха денежку нашла. Муха денежку нашла. Муха денежку нашла. Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила. Нет, пошла муха на базар и купила. Нет. Пошла муха на базар и купила. Пошла муха на базар и купила. Нет, пошла муха на базар и купила.